В Волгограде накануне простились с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Васиным. Он скончался на 52-м году жизни. Бывший депутат Волгоградской областной думы был награжден орденом за военные заслуги, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Многочисленные проекты, реализованные им при жизни, стали настоящим культурным достоянием страны. Свои соболезнования семье и родным выразил глава Ингушетии, который был знаком с Васиным лично. Репортаж Заремы Евлоевой. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин был одним из самых ярких деятелей культуры Волгоградской области. В судьбе ингушского народа этот человек также сыграл важную роль. Во многом, благодаря его отзывчивости и профессионализму, на Мамаевом кургане в 2013 году торжественно открылись 7 памятных плит, где вписаны более 80 имен ингушских защитников Волгограда. Большая радость, что где-то издалека-далека живут наши родные люди в горной, прекрасной, красивой республике Ингушетия, которая тоже для нас стала родная. Вы знаете, что у самого сердца Мамаева кургана стоит памятник сыновьям Ингушетии, которые тоже прошли через эти страшные испытания. И сегодня увековечены их имена. Должность директора музея-заповедника он занимал с 2010 года. Печальная новость о кончине Алексея Васина разлетелась в СМИ быстро. По предварительным данным, оторвался тромб. Ему был всего 51 год. Это известие стало для многих волгоградцев настоящим шоком. Он успел сделать для города воинской славы очень много. В том числе велась активная работа с постпредством Ингушетии в Волгограде. Была установлена стела при поддержке Васина Алексея Викторовича. Также были увековечены наши защитники Сталинграда, ингуши. В музее «Панорама» в Бегушей Старыке есть их фотографии, 36 фотографий. 87 фамилий у нас висят на стене. Стоит стела. Сегодня у нас остались несколько программ, которые мы наметили с Алексеем Викторовичем по увековечиванию и открытию памятника на Мамаевом кургане. Это был благородный человек, это был хороший человек. Таких мало, и его смерть нас застала всех врасплох. Свои соболезнования родным и близким выразил и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Не стало директора Мамаева кургана, профессионального военного, настоящего офицера Алексея Васина. За время его руководства музеем «Панорама» и «Сталинградская битва», частью которого является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, была проведена большая работа по благоустройству. Музей стал одним из лучших в стране. Лично знаком с Алексеем Васиным был и директор национальной телерадиокомпании «Ингушетия» Курейш Агасиев, по словам которого Васин был настоящим патриотом и болел за свое дело всей душой. Именно поэтому ему удалось добиться многого. Действительно, очень светлый и позитивный человек, настоящий друг и человек, болеющий душой за дело. И вот в последнее время, будучи директором мемориального комплекса, он очень много сделал для увековечения памяти ингушей. Большая потеря и для его родных, близких, и для мемориального комплекса, который он возглавлял, да, я думаю, в целом для страны. Светлая память Алексею Викторовичу, выражаю искреннее соболезнования его родным и близким семье. Алексей Васин по-настоящему обогатил культурную жизнь Волгограда. Его стараниями памятник мемориального комплекса «Родина-Мать» засиял разноцветными огнями. Тысячи людей приходят сюда ежегодно 9 мая, чтобы увидеть это потрясающее лазерное шоу. Обновился при нем и сам Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва» получил достойное финансирование федерального центра. Это современно, это красиво, это очень патриотично, это образовательно. И это очень привлекательно. И я хочу сказать, что даже те, которым здесь не понравится, во что я, в общем-то, не верю, они обязательно придут и второй, и третий раз. А это уже другое, это уже патриотическая работа. Это уже, если хотите, патриотическое окормление нации.
Алексей Викторович Васин родился в Приморском крае в 1966 году. В 1989-м окончил Высшее военное политическое общественное училище. В 2001 году был назначен советником председателя правительства Чечни. С 2005 по 2007 был представителем Комитета по делам культуры администрации Волгограда. Затем возглавлял ВГТРК Ставрополье, Поморье. С 2017 года депутат Волгоградской областной Госдумы. Награжден орденом за военные заслуги, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В 2016 году был отмечен благодарностью президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность.